Обращаюсь сторона. Пожалуйста, вопросы к представителю Министерства юстиции. Да. Скажите, пожалуйста, вот уголовное дело прекращено постановлением. В данном постановлении, то есть не указано, что обвиняемый не признает вину и не установлен материальный ущерб. Сможет ли с действующими вообще механизмами, может ли взыскать потерпевшая сторона в гражданском порядке материальный ущерб, если он приходит туда без признания вины обвиняемого и без установления материального ущерба? На ваш вопрос я ответить не могу, поскольку я не являюсь специалистом в этой сфере, то есть я не являюсь криминалистом и не работаю в суде. Да? Поэтому в части практического применения, я думаю, вопрос до этого уже вы задали судебный департамент, Верховный судья можете уже задать непосредственно представителям. Тогда опять вот такой же короткий вопрос. Вы в своей позиции выразили, что достаточно механизмов, и никакого вакуума не создано, то есть отмена 3.1 не влечет нарушения прав потерпевшего, тем более конституционных. Тогда простой вопрос, почему в течение 9 лет мне как потерпевшему и другим потерпевшим, не только мне, не удается получить возмещение материального ущерба ни в гражданском, ни в уголовном судопроизводстве? Честно говоря, не зная деталей вашего дела, то есть непосредственно не понимая, что вы там делали, не будучи специалистом в возмещении, я не могу сейчас точно сказать, почему у вас не получилось, потому что, в принципе, соответствующие механизмы есть. Они есть и в Уголовном кодексе, в Гражданском кодексе. Сама норма вот эта, которая, как уже не раз говорилось, она достаточно новая, ее раньше никогда не было, ее нету в практике других стран. В принципе, поэтому вот именно то, что действие ее на 2 года, насколько она умалила или нарушила права потерпевших за все время, я не знаю, то есть насколько это действительно имело большой эффект. Но и почему вот вы непосредственно с этим столкнулись, я, честно говоря, тоже не могу сейчас точно сказать. Даже представитель Верховного суда, видите, сказали, что есть какие-то, возможно, были какие-то моменты, которые позволили вот такому произойти. Но в целом законодательные, с точки зрения законодательства, соответствующие механизмы есть. То есть здесь вопрос уже в дальнейшем правоприменения, как это применялось, как исполнялось непосредственно на уровне правоохранительных органов, на уровне судебной инстанции и так далее. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, соблюдались бы тогда права потерпевших и равноправие между сторонами потерпевшей и обвиняемой стороны, если бы не был введен в силу вот этот закон и не отменена 3.1 вот эта часть, которая запрещала прекращение без возмещения материального ущерба? Я опять же повторюсь, что норма достаточно новая, и поэтому никто не делал анализ эффективности этой нормы, насколько она сохраняет баланс, насколько она не... Потому что до этого такой нормы не было. До этого и не было процессов в Конституционном суде, или, по-моему, особо... Возможно, и были проблемы с возмещением ущерба, но так широко не обсуждались. И, соответственно, сейчас говорят о том, как говорится, принятие данной нормы способствовало ли восстановлению баланса, исключению, наоборот, нарушил ли баланс. Как говорится, сейчас без подробного анализа, только основываясь на вашем случае, говорить, наверное, немножко неправильно, потому что вот мы пытались тоже смотреть законодательство других стран, там тоже такой нормы нету, У нас до 2019 года такой нормы не было, 2019, в 2021 мы отменили. То есть, по сути, вот это маленькое окошко, сейчас она породила с собой такие последствия. Мы не можем сказать, действительно ли это, как говорится, было плюсом или минусом. То есть для этого были свои, как говорится, основания для того, чтобы ее внедрить. Для того, чтобы ее убрать, тоже были свои, наверное, основания на тот момент. И сейчас опять восстановить тоже какие-то есть свои основания. Но насколько это связано с балансом прав и интересов, я вот без подробного анализа воздействия пока сказать не могу. А вообще, когда отменялась вот эта 3.1,
Министерству юстиции предоставлялась какая-то статистика или обоснование, то есть спрашивали ваше мнение? Это Проводили ли вы это исследования было в какие-то? 2019 году, и сейчас, честно говоря, мы еле как нашли замечания, предложения наши к УПК последнему, а то, что было к предыдущему УПК, там невозможно сейчас найти, да, в архивах, что было, это надо поднимать непосредственно в Дюркенеше, в архивах поднимать полностью весь Талмуд. И чья это инициатива еще была? Инициатива депутатов или инициатива Кабмина? Но я, скорее всего, думаю, что это не инициатива Кабмина была. И Всё, даже последнее даже то, что восстановление, я тоже не смог найти на сайте Дюркенеша, да, 3 законопроекта. Хотя там с 2012 года висят законопроекты. И непонятно было, кто инициировал это восстановление. Чтобы понять хотя бы, справку об основании почитать, почему они восстанавливают. Все, спасибо. Есть еще вопросы? Да. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот Министерство юстиции, оно же занимается именно экспертизой законопроектов, верно? Правильно ли я понимаю? Да, Министерство юстиции занимается экспертизой проектов нормативно-правовых актов, поступивших от государственных органов, либо с аппарата президента, либо Дюркенеша. Вот именно данным В рамках законопроектом, процедуры согласования. да, вот именно по данному законопроекту, который вот именно по статье 26, это часть 3 прим. 1, вот по нему проводилась ли вот именно Я правовая? Сейчас только ответил, что Нет, сейчас уточнение. невозможно найти сейчас следы, да, потому что мы пытались найти, но уже прошло почти 7 лет. Тяжело найти, потому что вы должны понимать, что в 2019 году, и даже если он был принят этот законопроект, возможно, он был инициирован в 2015 году, да? Возможно, через министр проходил в 2016 году. Возможно, в парламенте он еще там 2-3 года застревал. То есть мы сейчас четко определить, вот для этого сейчас Министерство юстиции работает над тем, чтобы сделать системный подход, да? Чтобы понятно было, какой закон, когда, кем инициировался, какие задачи стояли. А сейчас вот, честно говорю, тяжело будет нам понять. И такой вопрос вот в части вот именно действия закона во времени, то есть мы же просим придать в этой части, вот получается, смотрите, вот насколько я отслеживал, то если принимается новый закон, то пишутся переходные положения, и там указывается именно действие обратного закона. Но если вносятся изменения в закон, то данный момент не усматривается, то есть не рассматривается даже. И вот как относительно вот данного законопроекта, который вот по Который? части 3 прим. 1 и 4.1, то есть не усмотрелось на практике, а вот как бы в дальнейшем, может, какие-то будут уже на эти моменты обращать внимание? Как вы думаете? Я здесь не вижу никаких Да? проблем с обратной силой, поскольку я же уже сказал, что если закон создает какие-то препятствия, обременения или ограничения для сторон, для участников процесса, то он не должен применяться, обратно распространяться. В данном случае же мы, когда вводим, получается, запрет на прекращение уголовного дела, это здесь же обременение же обвиняемого. По сути, как мы можем сейчас тогда все прекращенные дела по новой что ли восстанавливать? То есть немножко неправильно. Я понимаю, что здесь и права потерпевших соблюдаться должны, но здесь да, обоюдно должен подход. Все, спасибо. У тебя есть? Самат Хштовекович, Вопросов нет у меня. Шамсид, есть вопросы? У меня к вам не вопрос, Аяз Долоспекович, у меня к вам замечание. В вашем выступлении прозвучала такая фраза, что должно решаться не в рамках конституционного контроля, непосредственно, это только Конституционный суд решает. Каким образом, раз он принял производство, значит посчитал, что здесь есть проблема правового регулирования, которая подлежит в рамках Конституционного суда производства. Это вам на будущее, садитесь. Да, я просто процитировал решение Конституционного Просто суда. тоже не Да. нужно этого делать. Да.